Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясы. Хорошее и правильное слово перезагрузка. Перезагрузка нужна. Нужна, потому что именно она обеспечит привлечение молодежи, повышение авторитета. Слова обновления и перезагрузка, пожалуй, чаще всего можно было услышать в кулуарах 28-й конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия». О том, что нововведение необходимо на федеральном уровне, свидетельствует прошедшая избирательная кампания в регионах страны. Постоянно задаю себе вопрос. Вроде бы старалась. И результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? Это слова уже экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой. В 4 регионах страны губернаторы-единороссы не смогли выиграть выборы. Превратили избирательную кампанию в какие-то организации только праздников и посчитали, что таким образом они привлекают граждан к избирательной кампании, что у нас все хорошо, а нужно было предметно в каждом поселении встречаться с населением. Еще в 3 субъектах «Единая Россия» уступила позиции в законодательных собраниях. Это ошибка и партии, политтехнологов, и экспертов, и специалистов, говорит Эльдар Гильмудинов. Действительно, опыт не очень радостный, но это стимул для движения вперед. Прошедшие выборы – это урок, и, несомненно, выводы уже сделаны. Экзамены «Единой России» в Татарстане предстоит сдать в 2019 году, это выборы в Госсовет, а в 2020 году – это выборы президента. Мы должны больше внимания уделять и развитию сельских территорий, не только городов. Это очень важно, потому что наш главный электорат, голосующий за нас, это все-таки сельские жители. Объективный анализ показывает, в Татарстане «Единая Россия» по-прежнему сохраняет политическое лидерство. Имеет запас прочности, обеспеченный солидным 17-летним стажем партийного строительства. Губернаторам, проигравшим выборы, не хватило главного – умения слышать людей, подчеркивал Эльдар Гильмудинов. А это один из главных критериев работы, отмечает Фарид Мухаммедшин. В Госсовете Татарстана, где большинство депутатов от «Единой России», с 2014 года поступило свыше 2500 обращений и пожеланий избирателей. В стадии исполнения свыше 70% наказов. Лидер по эффективности – Набережные Челны. Конечно, партийный политический ландшафт не остается неизменным. Появляются новые партии. На ноябрь месяц в стране зарегистрировано 64 политические партии. 53 из них имеют свои отделения в Татарстане. Скажу, что не все они активные, но все являются политическими оппонентами. Большой республиканской региональной конференции предшествовали дискуссии на местах под названием «Обновление-2018». Собирали идеи и предложения по повышению эффективности партийной работы. Рафаэль Шавалиев, координатор партийного проекта «Здоровое будущее», считает, особое внимание нужно уделить здоровью старшего поколения. Вторая задача – снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Третья – это внедрение скрининговых программ по выявлению ранних форм онкологии. Для нас это межведомственное взаимодействие, это привлечение общественных ресурсов, гражданского общества, так как только Министерство здравоохранения Республики Татарстан само не сможет выполнить задачи, и врачи тоже. Очень важно, чтобы средства массовой информации подключились. Лучшие предложения как в целом по перезагрузке партии, так и по улучшению работы будут озвучены на предстоящем съезде в Москве. В субботу на конференции партийцы тайным голосованием выбрали 7 делегатов, которые 7 декабря будут представлять Татарстан на Всероссийском съезде. «Единая Россия» как основная политическая сила Татарстана системно работает над закреплением в республике социальной стабильности. Президент Татарстана, член Высшего совета партии «Единая Россия», поставил главную задачу для татарстанского отделения – это подготовка к избирательной кампании. До выборов в Госсовет осталось меньше года. Мы не можем не учитывать, что влияние на общественно-политическую ситуацию оказывает ряд негативных факторов, сказал Рустам Минниханов, таких как общее обострение международной обстановки, информационное и экономическое давление на страну, рост социального недовольства в силу отдельных непопулярных, но жизненно важных решений правительства. Это не должно нас смущать. Наоборот, именно в такие моменты должны проявляться сильные стороны нашей партии. Критики оппонентов единороссы должны противопоставить спокойствие, выдержку и последовательные меры по повышению уровня жизни граждан. То, что на высокий уровень организации работы татарстанского отделения должны равняться партийцы из других регионов, отметил федеральный гость, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Виктор Селиверстов. Она отличается конкретными делами и проектами. Если вы сегодня внимательно посмотрели те проекты, даже которые представлены, я вам скажу, что 13 федеральных и 16 региональных инициатив
они очень такие, наполнены. Многие региональные отделения у нас к этому еще даже не подошли. А татарстанское отделение многие вещи уже завершает. Сергей Темляков, Роман Безменов, 7 дней. Күңел түренә яшерелгән хискә ирек бирсин сойлап алырга. Илһамланып җырның ахәңенә канатланып балкып янырга. Канатландыра торган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе. 8 декабрь. Пирамида.